Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы сейчас находимся в Таиланде, где проходит третий саммит молодых профессионалов, организованный Международным комитетом Дети Азии, а также спортивным руководством Королевства Таиланд. Какие основные цели и задачи ставит перед собой саммит? Здравствуйте. Главные цели – это объединение молодых специалистов в решении вопросов на те или иные задачи. Третий саммит, главной темой является развитие детского спорта. Все-таки это главная тема, которой занимается Международный комитет Дети Азии. И наша цель – это объединение стран в развитии именно детского спорта. И сегодня в саммите участвуют специалисты, работающие в министерствах, в олимпийских комитетах. Ведь идея сама пришла к тому, из того, что большинство каких-то семинаров или же совещаний, обсуждений проблем спорта, в основном это топ-менеджмент, скажем так, да, люди руководящие и, в принципе, одни и те же участвуют. Соответственно, молодые специалисты – это те люди, у кого в основном, у кого горят глаза, они, скажем так, не до конца зачерствели. То есть у них есть желание что-то сделать там в продвижении спорта. И, соответственно, для этого и был создан саммит, который мы, скажем так, сейчас возобновили его. И нам очень приятно, что сторона Таиланда, она, скажем так, отозвалась, и мы совместно организовали этот третий саммит. Я думаю, что все эти цели и задачи, которые были поставлены, они достигнуты. В первую очередь, это, конечно же, заинтересовать участников. И мы видели живое обсуждение, в принципе, получали искренние какие-то положительные отклики по программе, потому что мы, скажем так, довольно-таки долго работали по составлению программы, она менялась много раз. Именно в этот короткий период, короткий отрезок обсудить, скажем так, наиболее важные моменты, на которые необходимо уделить внимание, и в то же время моменты, которые являются сегодня некой преградой, допустим, да, в привлечении детей к занятиям спортом. Какие ключевые темы и обсуждения были подняты на саммите? В целом, общая тема – это, конечно, развитие детского спорта. На пленарной сессии мы обсудили региональные кейсы, то есть мы распределили их по зонам Азии. Там Центральная Азия очень хороший проект, действующий проект из Кыргызской республики, называется «Школьная лига», и это реальный показатель того, что при минимальном, суперминимальном бюджете можно собрать многотысячную аудиторию и заставить шевелиться тысячи школ в своей стране. По Западной Азии Бахрейн рассказал про свои тоже кейсы, которые они реализуются, и в королевстве Бахрейн делается очень много для детского спорта, и приоритет не только на словах, но и на деле у них все нацелено на развитие и привлечение детей к спорту. Очень много различных программ реализуется. И так как мы все-таки находимся в Таиланде, Юго-Восточную Азию представил Таиланд, и, на мой взгляд, это лидер в Юго-Восточной Азии по развитию спорта, не только по летним видам спорта, но и по зимним видам спорта большой. То есть это сегодня, скажем так, руководство спорта Таиланда доказывает, что это не люди, у которых нет преград. На прошедших юношеских Олимпийских играх в Корее в этом году из Таиланда было 20 участников, 20 спортсменов по зимним видам спорта. И впервые в истории они взяли олимпийскую медаль. Пусть юношеских Олимпийских игр, но девочка в бобслее взяла серебро. И это просто супер показатель. Допустим, я не хочу... Из страны, где никогда не было снега, да? Да, тут люди, может быть, в морозильнике видели только снег, большинство. Но
Это именно программная работа Министерства спорта Таиланда. И они обошли по показателям именно участия и там медалей многие страны. Снежные страны, а в Азии, если взять, они в топе. Может быть, только Казахстан, ну, понятно, Япония, Китай, как бы сама Корея. Но вот Центральную Азию они обошли. Там, может быть, Казахстану только уступили одну медаль, то там вот. Но это показатель. Был мастер-класс по медиа, где также мы постарались пригласить спикеров, которые практикующие, и журналист, скажем так, с определенным статусом, именем в мире борьбы в Азии, вообще в целом в мире. И тренер, скажем, учредитель частного клуба дзюдо, который там показал за короткий период очень большие результаты в привлечении детей, несмотря на то, что это коммерческая, да, история. Соответственно, мы презентовали свои образовательные проекты и «Путь к Олимпу», то есть показали то, как мы видим, можно разработать программы интересные и самое главное доходчиво объяснить детям вопросы там антидопинга, психологической подготовки, историю олимпийского движения. Вот, потому что детям надо рассказывать на их языке. Помимо мероприятий саммита, у вас также были рабочие встречи с представителями стран Камбоджи и Филиппины. Какие вопросы обсуждались? Ну да, нам очень приятно, что руководство спорта этих стран, оно нашло время, прибыло сюда специально, чтобы, во-первых, и посмотреть по формату и послушать те же кейсы. Вот. Но также, скажем, с Главным управлением спорта Камбоджи мы в прошлом году подписали как раз таки соглашение. У нас хорошие взаимоотношения с этой страной, именно в части развития детского спорта. И в конце прошлого года у них произошла смена руководства страны. Позапрошлом мы подписали соглашение в 2022, и в прошлом году была смена, плановая смена, и вот в этот раз мы встречались с вновь назначенным руководителем спорта страны, который также подтвердил приверженность, да, соблюдать те соглашения, которые были. Мы обсудили вопросы развития спорта, и сегодня очень радует, что большинство, многие страны на государственном уровне принимают программы, определяющие, что приоритет в развитии спорта в этих странах – это детский спорт. Все начинается с общения. С тем же королевством Таиланд, с руководством. Мы начинали тоже с таких встреч, и на самом деле этим не останавливается, что там проведение какого-то. Мы реально реализуем проекты на территории тех стран, кому это интересно, кто видит, потому что мы глубоко убеждены, что наши программы, они, во-первых, уникальны. Это именно затрагивающие вопросы, которые не обсуждают нигде и не поднимают нигде. Они, может быть, малозначительные, но мы считаем, что эти вопросы, от них очень много зависит в достижении целей спортсменов. В этом году летние игры «Дети Азии» пройдут в городе Якутске. Как вы оцениваете подготовку к играм? Подготовка идет в плановом режиме. Конечно, имеются вопросы, которые, скажем так, отстают, где-то достаточно отстают, но в принципе это решаемые моменты, учитывая внимание Ильдархана, которое он уделяет вопросам подготовки. Я думаю, что это все будет реализуемо. Самый главный момент – это, конечно же, подготовка и предоставление сервисов, на что комитет также уделяет внимание скажем так, в контактах с оргкомитетом. Потому что и здесь мы говорили, что можно сделать красивый фантик, можно вложить много денег, чтобы нас показывали из каждого утюга, да, а в конечном итоге
приехав спортивные делегации, они, ну, скажем так, мягко говоря, будут размещены не так, накормлены не тем, и это будет недовольствие. Потому что мультиспортивные мероприятия, вообще спорт, это не только то, что показывают по телевизору на арене, а очень много зависит от того, в каких условиях спал спортсмен, как питался. И это, скажем так, в общем, во-первых, мы даем им комфорт для того, чтобы они показали лучший результат. А с другой стороны, это, скажем так, имиджевая составляющая той территории, которую принимает. Люди всегда, если у него спросит хозяин, ну как вы поспали, он, ну, воспитанный человек всегда скажет, да, спасибо, все хорошо. Но если это было не все хорошо, он, поехав домой, он скажет, да, не надо туда ехать, как бы там, ну, так, там ребята просто вот любят на камеру выступить там, и так далее. То есть это вот, поэтому я говорю, что можно вложить денег много в медиа, это сделать так, чтобы из каждого утюга твое мероприятие светилось, это все выглядело очень красиво. Дети это дети, они на соревнованиях всегда будут счастливые. Поймать кадр не мне вам объяснять, как можно. Вот. Но осадок будет, и это, скажем так, этот момент, он бесперспективный для вашего проекта. Мы поэтому во главу угла всегда ставим качество проведения соревнований, а не пиар-акция. Игры Дети Азии для Международного комитета, для руководства комитета, по крайней мере, на сегодняшний день, который существует, во главу угла нам качество и имя самого проекта, потому что мы понимаем, что каждый из учредителей нас делегировал туда, чтобы развивать этот проект. Если мы хотим его развивать, мы должны сделать так, чтобы это был заложен фундамент на десятилетия вперед. А если мы будем рассчитывать это как временное пребывание, это сугубо мое личное мнение. Я очень рад, что все остальные члены правления придерживаются такого же мнения. И если мы будем это расценивать как, не знаю, как стартовая карьерная площадка или же пиар-акция, то будущего у проекта нет. Можно сегодня построить красивый дом, чтобы он светился со всех сторон, получить различные награды, уважение, а завтра, когда ты там куда-то, этот дом может развалиться, потому что он был сделан некачественно, и, соответственно, все будут ассоциировать твое имя, как бы, поэтому нам также дорого свое имя, как и название самого проекта. Владимир Владимирович, спасибо и желаем успешного проведения международных летних спортивных игр Дети Азии. Спасибо.